Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Гюнтар ТВ. И сегодня у нас в гостях депутат Уджур Кенеша, вице-спикер парламента Умурбекова Алтынай Селбековна. Здравствуйте, от парламентской фракции Республика Таджурт, а также депутат Уджур Кенеша Рыспаев Кодюбек Джайджибекович. Здравствуйте. И сегодня заседание парламента у нас началось с минуты молчания по погибшим в результате схода лавин в Кадамджайском районе. И я хотела бы задать вопрос. Алтынай Селбековна, какие меры Уджур Кенеш принял для оказания помощи для пострадавших? И вообще группа депутатов была. Расскажите подробнее об этом. Добрый день еще раз. Депутаты во главе с вице-спикером Уджур Кенеша Нурбеком Алимбековым, группа депутатов выехала на место происшествия. Из фонда Турага было выделено 300 тысяч сомов. Как вы знаете, открыт специальный счет для оказания помощи пострадавшим. Кроме того, отдельные фракции оказывают помощь. Насколько я знаю, практически представители всех фракций выехали на место. Ими будет оказана помощь. В целом, по предварительным расчетам, порядка 75 миллионов оценивается ущерб, нанесенный этой стихией. Поэтому, конечно, все выделенные средства. Кроме того, сегодня было внесено предложение о перечислении однодневной зарплаты депутатов. То есть я думаю, что это и еще другая помощь будет оказана как отдельно, индивидуально, отдельными депутатами, так вот в целом Уджур Кенешем. Здесь самое главное, чтобы теперь те средства, которые поступят в виде помощи от различных организаций, в том числе от Уджур Кенеша, были использованы по целевому назначению, очень рационально, учитывая, что действительно ущерб достаточно весомый. Представитель правительства сегодня отчитался, да, о мерах по предотвращению стихийных бедствий. То есть вы получили, да, ответ по поводу работы как местных органов власти, так и представителей Министерства ведомств? Да, была поверхностная информация предоставлена, но я думаю, что мы еще будем требовать информацию о конкретных делах, которые делаются, в том числе по берегоукрепительным работам, по строительству таких вот защитных дамб. То есть эти вопросы неоднократно поднимались, потому что мы уже отмечали, что этот год выдался очень дождливым, весна была дождливой, да, и вот мы сегодня имеем вот такие вот последствия в виде схода сели. До этого в Джалабадской области, как вы помните, тоже погиб подросток. На днях произошедшее в Кадамджайском районе, это, конечно же, сигнал к тому, что вот эти работы должны со стороны МЧС быть в виде превентивных работ очень тщательно проводиться. Если вернуться к повестке дня, сегодня у нас первые 10 вопросов, это ратификация ряда международных соглашений. Кодюбек Джайджибекович, расскажите, пожалуйста, о проекте КАСА-1000, в рамках которого 3 международных донорские организации выделят Кыргызстану достаточно внушительную сумму денег. На что пойдут эти финансовые средства и каким образом будет осуществлен возврат финансовых средств? Добрый день. На повестке дня основном сегодня мы рассматриваем вопрос о ратификации, вопросов о канализации чистой вода, Тазасу, это Нарын и Баткен. Много ряд вопросов депутаты уже задавали, как это будет потом возвращаться. И также у нас сегодня на повестке дня включен и рассматриваем вопрос о КАСА-1000 проект. Да? Ну, КАСА-1000, знаете, это такой проект, большой проект и трудоемкий проект, получается. Это трехстороннее соглашение, это Таджикистан, Афганистан, Пакистан еще и Кыргызстан. Собрать этих стран и прийти к одному мнению, чтобы потом в дальнейшем экспортировать электроэнергию в Кыргызстан. Это соглашение получается, честно говоря, очень трудоемким. А в будущем этот проект нам нужен, потому что мы сейчас предполагаем и построить Камбарата, завершить и Верхний Нарынский каскад, и Чакан ГЭС, это малые ГЭС, да, планируется. У нас ряд законов сейчас инициируют депутаты об энергетике, об возобновляемой энергетике и так далее, и другие. Ну, вопрос очень много было задано и на комитеты, и когда было общественное слушание было. Как будем продавать, если самим не хватает, да? На сегодня вопрос такой.
Это же проект предназначен на экспорт, чтобы продавались электроэнергии. А на сегодня мы только импортируем, у нас самим не хватает электроэнергии. Как это быть? Вот. Нам объяснили, нам правительство, например, они дали свои расчеты, в дальнейшем, как мы будем выходить и как будем продавать электроэнергию. Вот. Это проект, честно говоря, запланирован на будущее, да, на прогноз. Поэтому эта касса 1000, если она построится, я думаю, она будет выгодна. Страна на одном месте не будет стоять, будет строиться. Будет и у нас очень большой гидроресурс, сами знаете. У нас планируются большие ГЭСы, да, строиться будет. Я думаю, этот проект надо поддержать. Вот на сегодня многие депутаты, например, задают вопрос, только один вопрос. Если на сегодня у нас электроэнергия нехватка идет, как будем продавать? Вот такой вопрос задает. Ну, это проект сделан на будущее. Если Пакистан, у них есть обязаловка, Пакистан будет покупать от нас. Вот. Для этого нам нужно, вот знаете, вот недавно чехи приходили, и другие сейчас приезжают, вот, предлагают инвестировать, например, на малые ГЭСы, на строительство малых ГЭСов и так далее, и другие. Я думаю, у нас будущее будет насчет. То есть этот проект, он имеет долгосрочную перспективу, очень большой потенциал, но не сегодня, не сейчас, а для будущего поколения, да? Алтынай Сейитбековна, у меня вопрос в рамках повестки дня, вот относительно законопроектов, то есть проектов по ратификации соглашений. Какой бы вы хотели вопрос выделить и какой для вас является актуальным? Ну, у нас сегодня, как вы сами заметили, в первой половине очень много вопросов по ратификации тех или иных соглашений мы рассматривали, в основном в третьем чтении. У депутатов был ряд пожеланий к тому, чтобы более тщательно саму процедуру рассмотрения, да, внесения, во-первых, со стороны правительства проектов законов о ратификации, чтобы полный пакет документов был, начиная от самих проектов, со сметной стоимостью, куда, на что будут направлены, кто будет возмещать эти средства, да, из каких средств и так далее. То есть вопросов очень много было. Вот, сегодня мы рассмотрели соглашение с Европейским банком о выделении городам Баткен и Нарен средств на очистные сооружения, на строительство канализации и так далее. Поэтому здесь, конечно же, было пожелание со стороны депутатского корпуса о, во-первых, рациональном использовании средств, и чтобы мы за собой, у нас есть контрольные функции, чтобы мы не просто их сегодня дали добро, ратифицировали, и чтобы впоследствии был контроль, на что и правильно ли эти средства были использованы, в полной ли мере, и действительно ли вопросы, те, которые сегодня стоят в этих городах, вот, с получением этих средств были решены в том объеме, в котором изначально планировалось. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что сегодня в рамках повестки дня более 20 вопросов, также поправки, ряд конституционных поправок. И вы можете смотреть трансляцию, продолжение трансляции заседания после 14:00, то есть после обеда. С информационным материалом вы можете ознакомиться на сайте Джорку Кенеша, www.kenesh.kg, или услышать нас по радио на частотах 92 FM. Спасибо вам большое. До свидания.